Доброе утро, Якутия! И вот снова мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров, встречаем вместе с вами это утро. Богатая на праздники зимняя пора пришла к своему логическому завершению, и мы с вами закрываем календарный месяц. А завтра будем уже встречать весну. А пока поговорим о предстоящем дне, точнее о сегодняшнем выпуске. И вот что мы подготовили для вас. Российские автомобилисты готовятся к нововведениям в ПДД. Март станет богатым на урожай новых законов. Какие мы расскажем сегодня. А далее сразу у нас в гостях будет дорожный инспектор. Поговорим о лишении и восстановлении водительских прав. В честь юбилея Исидора Барахова свет увидел новая книга. Расскажем, что же вошло в это издание. Тему книг продолжит наша традиционная рубрика «Книжная полка» и «Говорим правильно». Во второй части нашего эфира к нам в гости заглянет старший лейтенант юстиции Анна Шурыгина. Узнаем, с какими показателями завершили в Следственном управлении. Сегодня мир отмечает День редких заболеваний. Узнаем, какие болезни считаются редкими и какие из них выявляются в Якутии. И какой вклад вносят якутские врачи для лечения таких недугов. Ну а тему здоровья завершим беседой о неделе здоровья, которая началась на этой неделе. Так что будьте с нами и встречайте это бодрое утро вместе. Ну а сейчас самое время узнать, какая погода за окном. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 25-27 градусов ниже 0. В Заречной группе 27-42, в южных 18-23, в Вилюйской группе 25-29 со знаком минус. В Нижнеленских минус 28, минус 32 в это утро. В западных 18-25, в Колымо-Индигирской группе Улусов 29-45 градусов мороза, в Янских минус 34, минус 44. На северо-западе 0 градусов в это утро в Саскалахе, минус 19 в Оленьке и минус 29 в Тиксе. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 26 градусов мороза, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду. Синоптики днем обещают нам небольшой снег, ветер западный с порывами от 3 до 8 метров. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 20-22 градуса со знаком минус. Ну а пока мы вчера все легли спать, либо собирались только уснуть, в небе над Якутией началось северное сияние. После 9 вечера жители республики начали массово выкладывать фотографии этого природного явления. Так, в стороне не остались и наши подписчики. В телеграм-канале «Утро Якутии» они нам массово начали пересылать и отправлять свои фотографии и видео. Так, Александра Афанасьева из Намского улуса отправила нам видео, а Люция Бурцева из Барагонцев поделилась снимками из села Барагонцы. Как она отмечает, это чудо природы она увидела впервые. Подписчица из села Алекминское Алекминского улуса Алена Полуэктова также отправила в наш телеграм-канал сразу несколько фотографий. Ну а далее, уже ближе к полуночи, свидетелями северного сияния стали и жители столицы. Они один за другим начали выставлять в социальные сети свои фотоотчеты. Но в отличие от жителей близлежащих улусов, это явление природы они могли увидеть только выезжая за пределы города, где нету тумана и выхлопных газов. Отличные фотографии, сделанные жителями Хангаласского улуса, не успели запечатлеть северное сияние в нескольких цветах, которые переливаются разными цветами, начиная от бирюзового, заканчивая алым и красным цветом. В целом, в эту ночь свидетелями этого события стали много жителей не только Якутии, но и России, а также и по всей планете. В историю, скорее всего, да, Останется в памяти многих, потому что действительно было очень сильное северное сияние, особенно в Алекминском районе. Это достаточно редкое явление. Ты знаешь, это мой личный пункт, я прям вот мечтаю. Я все-таки родилась и живу в Якутии, и увидеть северное сияние своими глазами я мечтаю хотя бы один раз в своей жизни. И вот эту дату
запомнить, наверное, навсегда. Ну а на календаре у нас 28 февраля, последний февральский день, а также последний день зимы. И сегодня мы узнаем, какие интересные даты, события и праздники отмечаются в этот день. На календаре 28 февраля. Сегодня отмечается День общественного сна. По народному календарю наступает День Анисима Овчарника. На Анисима зима становится безрогой. Считалось, что зима борется с весною. Кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. В этот день открылось Вестминстерское аббатство. Готическая церковь в Лондоне – традиционное место коронации монархов Великобритании. В Петербурге открылся первый кадетский корпус. Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома, что позволило объяснить химические и оптические свойства атомов. За эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией. Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс синтезировал полиамидную смолу. На ее основе было создано новое синтетическое волокно, которое получило название нейлон. В этот день родились Ани Жирардо, французская актриса театра и кинорежиссер. Виктор Туганаев, советский и российский эколог, писатель, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Алла Сигалова, советский и российский хореограф, актриса, педагог, заслуженная артистка Российской Федерации. Дороти Стратон, канадская и американская модель, актриса. Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья. Сегодня последний день зимнего месяца, завтра мы будем отмечать первый день весны. И с наступлением теплых дней автомобилистов ждут нововведения на дорогах. Какие это, узнаем в следующем материале. Уже с 1 марта меняются правила проезда перекрестков с круговым движением. Так, при въезде на перекресток, обозначенным знаком «Круговое движение», водитель обязан уступить дорогу автомобилям, которые движутся по этому перекрестку. Сделали уточнение. Правило применяется, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги. Также с 1 марта расширяются полномочия таможенных органов по остановке грузовиков. Отныне должностные лица смогут останавливать транспорт массой 3,5 тонны и более в любых местах, оборудованных специальным знаком. Сейчас остановка допускается лишь в местах, определенных таможенным законодательством. Помимо этого вступают в силу изменения правила дорожного движения для электросамокатов, гироскутеров и иных устройств. Минтранс России определила, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги будут иметь статус средства индивидуальной мобильности. Среди прочего, для такого транспорта они установили максимальную скорость передвижения не более 25 км в час. Электротранспорты, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должны весить не более 35 килограммов. Движение станут регулировать специальными дорожными знаками. Скорость движения нужно рассчитывать, исходя из приоритета пешеходов. Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые коньки. Также с марта вступает в силу изменение правил дорожного движения в части дорожных знаков, разметки направляющих островков и островков безопасности. Так ввели запрет остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Утвердили дорожные знаки, которые обозначают зарядку для электромобилей и запрет движения автобусов. На знак платной парковки добавили изображение монет, а на знак парковки для инвалидов – инвалида-колясочника. Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями. Такие вот нововведения вступают уже со следующего месяца. И продолжая тему правил дорожного движения, мы в гости пригласили капитана полиции, инспектора отдела дорожно-патрульной службы, исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия Марию Прокопьеву. А поговорим мы с ней о лишении права управления транспортным средством и о процедурах сдачи и возврата документов вождения. Мария Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, за какие нарушения Лишают лишают водительских прав?
Нарушение правил дорожного движения, за которые предусмотрено лишение права управления транспортными средствами, перечислены в Кодексе об административных правонарушениях. Это такие административные правонарушения, как езда без государственных регистрационных номеров или с подложными государственными регистрационными знаками, оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, также управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования, также передача лицу, не имеющему права, то есть передача лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Полный список указан в главе 12 Кодекса об административных правонарушениях, также в статье 9.3. А вообще за этот год много было у нас лишений среди автовладельцев города? Ну, за 2022 год в Госавтоинспекцию с судов поступило постановлений о лишении права управления транспортными средствами в количестве 3832. Это много или мало? Или это такая допустимая норма при средних показателях нарушения, так скажем? Ну, как вам сказать? Лучше было бы меньше. Конечно, да. Скажите, а как происходит сам процесс лишения прав водительских? Лишение права управления, ну, вообще дело рассматривает суд. Суд рассматривает дело по месту нарушения. Также по ходатайству водителя до судебного заседания дело может быть направлено по месту жительства. Именно по ходатайству самого водителя. Это может он сделать непосредственно при составлении протокола, либо написать заявление в суд до судебного заседания. То есть инспектор именно в момент выявления нарушения сам права не отбирает? Нет. Водитель может быть лишен права управления транспортными средствами только судом. А как можно вернуть, да, свои права? Какие документы требуются, какие экзамены сдают и в целом вот график работы, дни сдачи экзаменов? Для возврата водительского удостоверения, во-первых, необходимо исполнить полностью постановление суда. Это чтобы полностью был исчислен срок лишения. Также оплатить штрафы, которые назначил суд. Также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, также за отказ от прохождения и употребления после дорожно-транспортного происшествия, там необходимо пройти медицинскую комиссию. В простонародье это шоферская комиссия. После этого сдают теоретический экзамен. После сдачи вождение сдавать не нужно. Теоретический экзамен сдают. Все, после этого получают водительское удостоверение. Мария Николаевна, спасибо. Мы еще продолжим нашу беседу буквально после небольшой паузы. Доброе утро, вы смотрите новости. Около 5000 жителей арктических районов республики охватили бригады мобильных докторов в феврале этого года. Пилотный проект арктической модели медицины подвел первые итоги работы. 6 мультидисциплинарных медицинских бригад посетили 31 населенный пункт 4 арктических районов – Абыйского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Устьянского. Логистический центр Республиканского центра мобильных бригад начал разработку следующих маршрутов для выезда в Верхоянский, Жиганский, Момский, Алайховский и Эвено-Бытантайский районы в марте месяце. Всего до конца апреля мобильные доктора должны охватить специализированной медицинской помощью население всех 13 арктических улусов Якутии. Якутский ученый создал сверхпрочный материал из глины. На протяжении нескольких лет ведущий инженер Института физико-технических проблем Севера Василий Тагров изучает свойства якутской глины. При правильной обработке сырья получаемый материал превышает прочность бетона в 10 раз. Спектр его применения широк – от строительных материалов до изящной посуды. Он адаптирован к природно-климатическим условиям Крайнего Севера и Арктики. Обладает повышенной жаростойкостью и устойчивостью к химическим обработкам. Интерес к местной горной породе с каждым годом растет. Сегодня на российском рынке конкуренции нет. Подобный материал завозят из Германии, Нидерландов или Италии. Помимо того, ученый провел лабораторные анализы и доказал, что некоторые обработанные породы глины способны менять структуру воды. Нерационально используем наши минеральные сырья. И по идее это расширение минеральной сырьевой базы строительного материала нашего региона расширяет спектр применения данного материала.
экспедиция была приурочена 130-летию Гаврила Ксенофонтова, и там нашли старинные черепки. И вот взяли, принесли мне, вот там делали анализ, там, оказывается, не обычная керамика, а кристаллическая структура. Ну, то есть там уже выращены кристаллы, там еще даже был муллит. А муллит, обычно это для керамики, это как бы свойство, очень хорошие свойства керамики. Муллит, вот Россия там пытается сейчас делать, по-моему, Омской, там, но у них мало что получается. В Нерюнгринском районе продолжается подготовка к первому международному чемпионату по традиционному оленеводству, который пройдет с 16 по 19 марта. В рамках чемпионата пройдут соревнования по северному двоеборью среди мужчин и женщин. Также пройдут соревнования по прыжкам через нарты, северному тройному прыжку, соревнования по метанию аркана и состязания в профессиональном мастерстве по арктическим компетенциям. Состоится и конкурс «Традиционная кухня народов Севера». Помимо спортивных состязаний, зрителей и участников ожидает обширная культурная программа. Мероприятия пройдут на различных площадках города Нерюнгри и села Иенгра. Мы планируем, что это будет необычно, потому что мы не избалованными выставками творчества, выставками художников, которые будут представлены в этот раз. Мы не избалованы этническими инструментами, которые будут широко представлены в этот раз. Конечно, интерактивный экран. Первый раз в полную силу. Мы думаем, что он будет задействован именно на этих мероприятиях. Поэтому работа ведется. В настоящий момент еще много интересного в подготовке. Я думаю, что будет неплохо. Приморский край впервые принял участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». 100 участников одновременно облились холодной водой на спортивной набережной Владивостока, передав эстафету в другие регионы страны. Участниками акции стали 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Макарова и военнослужащие Тихоокеанского флота. Несмотря на холодную и ветреную февральскую погоду, они по команде одновременно катили себя холодной водой из белых, синих и красных ведер. Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни и привлечение подростков и молодежи к регулярным занятиям спортом. Давайте, ребят, бегом, бегом, бегом! Мы продолжаем наш эфир. Напомню, у нас в гостях инспектор ГИБДД, отдела дорожной патрульной службы исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия Мария Прокопьева. И мы говорим о нововведениях в ПДД, в ГИБДД и в целом о лишении прав. Как мы уже отметили, то есть после того, как гражданин, после того, как прошел срок на лишение прав, необходимо ему снова сдать теоретический экзамен. И что еще для того, чтобы восстановить свое водительское удостоверение? Необходимо еще пройти, вот медсправки, это вот последние изменения, пройти химико-токсикологическое исследование. Вот это в справке должно быть указано. А вот, допустим, человек сдает заново права, да, экзамен на получение прав. И вот, может быть, напомнить нашим зрителям графики, дни работы, дни сдачи экзаменов. Регистрация у нас проводится по вторник, каждый вторник с 3 до 5 часов. Экзамены у нас принимаются каждую среду с 2 часов. Ну и, наверное, напомним нашим телезрителям об ответственности, которая предусмотрена за самое грубое нарушение правил ПДД, за которое лишают права это вождение в нетрезвом виде. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей, также лишение права от 1,5 до 2 лет. Также за повторное совершение данного административного правонарушения грозит уголовная ответственность. А за отказ прохождения медосвидетельствования? За отказ от прохождения медицинского освидетельствования также грозит штраф 30 тысяч рублей, также лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет. Это практически приравнивается к тому, что человек в состоянии алкогольного опьянения, Да. если он отказывается. Ну да.
Мария Николаевна, скоро уже потеплеет, и в нашем городе, кроме автомобилистов, еще будет большое количество велосипедистов. При этом многие из них будут несовершеннолетние, это будут школьники. Для детей, учащихся и которым родители приобретают такое транспортное средство, их первое, проводятся ли какие-то дополнительные уроки просвещения? Как себя вести на дорогах? Дополнительные уроки просвещения проводятся в школах. Также наши сотрудники в учебных заведениях читают лекции разного рода. Также непосредственно это проводится учителями. Ну, в целом, мы знаем, что прошел, по-моему, месячник, да, безопасности ГИБДД. Есть какие-то результаты, может быть, есть какие-то данные? Ну, конечно. В целом мы видели, да, то есть достаточно большое количество бортов было, и я думаю, что в целях профилактики это сыграло положительную роль. Ну, а мы, в свою очередь, нашим телезрителям желаем того, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, тем более сейчас на улице гололедица, очень достаточно серьезные, опасные условия для вождения автомобилей. Мария Николаевна, мы вам также вас благодарим за то, что вы посетили сегодня наш эфир. Ну и, конечно же, желаем дальнейших успехов. Спасибо вам большое. Двигаемся далее, и вновь мы продолжаем говорить о знаменательных датах. Так, буквально на прошлой неделе свет увидела 7-е по счету издание из серии книг «Жизнь замечательных людей», посвященное юбилею Исидора Барахова, человека, который считается одним из основоположников Якутии. В честь этого события в Москве состоялась презентация этой уникальной книги. Исидор Барахов из плеяды первых руководителей Якутии стал жертвой красного террора. Барахов был арестован в своем служебном кабинете на Старой площади 3 февраля 1938 года. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в спецполигоне НКВД «Коммунарка». В этом году Верхневилюйский район объявил 2023 год годом Барахова. И планируются очень большие мероприятия. Будет эсэх, посвященный деду, будет эсэх в Москве, в Коломенском. И мы, конечно, будем принимать участие по мере возможности во всех этих мероприятиях. Издательство «Молодая гвардия» к юбилейной дате выпустило 7-е по счету издание якутской линейки серии «Жизнь замечательных людей». Биографический роман «Исидор Барахов», документально раскрывающий его вклад в развитие народного хозяйства республики и сохранение родного языка. Алексей как раз предложил Верхневилюйский УЛУС. Опять же, доверие было полное, он оправдал на все 100%. Мы очень рады, что эта книга вышла. Эта книга отредактирована нашим редактором Вадимом Орлихманом, который как раз очень много сотрудничает в якутском проекте. Мы всегда рады издавать книги о Якутии. За эти годы мы уже просто сроднились. Мы эту книгу воспринимаем как возможность донести до молодого поколения историю развития Якутии, цели, которые стояли перед республикой и перед молодыми организаторами республики. Для воспитания молодежи любви к своей республике, я считаю, что это очень важная книга, и она вышла в очень хороший момент, и хотелось бы, чтобы молодежь интересовалась историей своей республики. Двухлетняя кропотливая работа над книгой журналиста-писателя Алексея Амбросьева «Сен Мунду» проходила в архивах Москвы, Новосибирска и Иркутска. Очередной архивный подарок преподнесли потомкам Исидора Барахова сотрудники Российского государственного архива социально-политической истории. Собственноручно заполненные анкеты, документы из личного дела якутского коммуниста. Есть еще и другие документы. Дополнение к личному листку по учету кадров. Это последние годы жизнедеятельности Исидора Никифоровича. В частности, здесь указано, что он занимал должности помощника заведующего сектором по северо-восточным районам сельхозотдела ЦК ВКПБ, занимал должность заместителя заведующего сектора по Сибири и Дальневосточному краю.
Вот работал он в этих секторах с 1933 по 1938 год. Исидор Барахов в последний раз побывал в Якутии в 1928 году. Спустя почти век его имя снова возвращается из вынужденного забвения. В Москве и Санкт-Петербурге, как и в родном Верхневилюйском улусе, пройдут памятные сехи, посвященные 125-летию великого сына якутского народа. Туяра Константинова, Виктор Олесов, Москва. Действительно уникальная книга, которая собрала в себе исторические факты. И благодаря таким изданиям мы с вами увековечиваем историю и память о людях. Вообще, в целом, читать книги – это самая полезная привычка. И мы каждую неделю рассказываем вам о интересных книгах, которые можно найти в библиотечном фонде Национальной библиотеки Якутии. И сегодня в нашей рубрике «Книжная полка» нам расскажут еще об одной интересной и увлекательной книге, автором которого является Эрих Мария Ремарк. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу про книгу Ремарка «Три товарища». Это вечная книга, и в рамках изучения потерянного поколения часто вспоминают Ремарка. У нас есть Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон и Фицджеральд. Потерянное поколение – это тема писателей, которые рассказывают о людях, вернувшихся с Первой мировой войны, которые не могут найти себя в обществе, и они сплочены единым братством, они товарищи, которые хотят любви, которые хотят дружбы, но Первая мировая война их немного разбила. Поэтому любой текст Ремарка, даже вот такой мирный, добрый, как «Три товарища», он рассказывает о том, насколько силен человек духом и насколько на него сильно оказывает влияние прошлое. В этой книге я всегда рассказываю, если я ее советую, я рассказываю, что здесь очень хороший динамичный сюжет, здесь простые, но яркие диалоги, и поставлено несколько проблем. Да? Что делает человек ради дружбы, на что он готов ради любви. И главный герой, Робби, который, кстати, появится и в других книгах Ремарка, где-то сквозным персонажем, где-то его будут просто упоминать. Очень интересный, кстати, прием. Он просто живет, встречает свое 30-летие, обретает любовь в лице Патриции и вместе со своими друзьями радуется жизни. Вот это ощущение от книги передается очень чувственно. Радуйся моменту, понимай, что каждый день твой – это чудо. Вот главный герой это воспринимает через реализм, через, наверное, какой-то естественный такой здравый оптимизм. Так что я советую «Три товарища» в любом возрасте. Эта книга читается легко, но в то же время почти всегда ее можно обсудить не спеша с любым человеком. Она есть у нас в Национальной библиотеке, ее можно взять и на Литресе. И в целом, мне кажется, эту книгу будут читать и через 100, и через 200 лет. Ремарк «Три товарища». Советую, читайте книги. Каждый, наверное, уже знает, что чтение книг не только развивает память и воображение, но и обогащает наш словарный запас. И в рубрике «Говорим правильно» мы разбираем слова, которые нужно не только правильно произносить, но и знать их происхождение. Доброе утро, дорогие телезрители! Обычно на февраль приходится празднование такого замечательного праздника, как Масленица. На Масленицу принято печь блины. Так вот, с точки зрения современного человека, история слова «блин» выглядит как неудачная шутка. Дело в том, что слово «блин» когда-то звучало как «млин» и было образовано от глагола «молоть». То есть буквально «блин» – это лепешка из молотого зерна. Такое первоначальное звучание слова «блин» сохранилось во многих славянских языках. Например, в болгарском языке «блин» звучит именно как русское слово, бывшее когда-то русским словом «млин». То есть болгарский язык сохранил первоначальное звучание. А вот в русском языке произошло так называемое расподобление звуков. Что же это такое? Дело в том, что звук «м» очень похож по образованию на звук «б». И в результате определенного фонетического процесса, который называется расподобление, поменялся со звуком «б». Поэтому мы сейчас с вами говорим не «млин», а «блин». Но вот такое фонетическое изменение слова разорвало связь слова «блин» с глаголом «молоть».
И, соответственно, потерялось первоначальное значение слова «блин». Связываем слово «блин» со значением «лепешка», приготовленная из молотого зерна. Фонетическая трансформация слова «блин» разорвала связь слова «блин» с глаголом, от которого оно было образовано, с глаголом «молоть». И, соответственно, потерялось первоначальное значение слова «блин» как лепешка, приготовленная из молотого зерна. Сказать, что междометие, которое выражает недовольство, которое звучит тоже как название лепешки, «блин», ничего общего по происхождению с этим блюдом не имеет. И взяло только его звуковое оформление. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, вы смотрите новости. В Якутске жильцам аварийного дома сбрасывают снег прямо на головы. В строительном округе буквально в нескольких метрах друг от друга стоит ветхий дом и пятиэтажное жилое здание. Во время выходных работники управляющей компании «Прометей Плюс» стали скидывать снег с крыши и заваливать входную дверь семьи Федяевых, что даже выйти не было возможности. По словам хозяйки, такая ситуация продолжается уже 14 лет, и каждый год она повторяется. Более того, управляющая компания после снег не вывозит. В итоге вся вода потом стекает под и так аварийный дом. В управляющую компанию звонили. Получается, наш дом Юнион, этот Прометей. И туда звонили, и даже в округ звонили. Решим проблему. А бесполезно. Получается, мы слышим, что опять начали скидывать снег. До этого мы кричали этим работникам, чтобы хотя бы смотрели, куда скидывают. Здесь живет женщина с ребенком, у нее ребенок инвалид. Они пробегают, машина там стоит. И прямо на голову они даже не смотрят, откуда скидывают. Зоопарк Арто-Дайду присоединился к празднованию Международного дня белого медведя. Цель праздника – привлечь внимание к сокращающейся популяции животного. Арктических хищников Колыману и Ломоносова угостили праздничным блюдом – замороженный компот из овощей и фруктов с добавлением самого любимого лакомства полярных медведей – рыбы. Угощение пришлось любимцам посетителей зоопарка по вкусу. Белые медведи вызывают у людей интерес. Они как бы и сами, поведение у них интересное, да, и они необычные, белого цвета, вот, и, наверное, тем самым как бы всегда такой вот большой интерес именно к белым медведям. Когда Колымана впервые появилась в зоопарке, это в 2012 году, ее встречали, там буквально, не знаю, очень много журналистов. Просто мы смеялись, что прям как космонавта встречают. Дальше уже история продолжилась, когда приехал Ломоносов, они создали пару, и таким образом образовалась пара, и потом уже получено было потомство. К празднованию присоединились и другие якутские белые медведи, которые сейчас проживают в зоопарках страны. Так, например, Алмаз из хабаровского зоосада также получил праздничный обед. А его сестра Харчана, обитательница ленинградского зоопарка, весь день провела в окружении публики, играя с новыми игрушками. 7 команд приняли участие в республиканской акции «Отцовский патруль». Мы готовы. В Горном районе, в многофункциональном спортивном центре села Бердигистях, проявив все свои лучшие физические качества, семейные пары посоревновались в таких видах ГТО, как челночный бег, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки, отжимания и подтягивания. Но главной целью спортивного мероприятия в первую очередь было все-таки общение родителей и детей, формирование здорового образа жизни, укрепление семейных уз через совместный досуг и взаимопомощь. Приехал сюда на соревнования с дочкой, с третьим ребенком на соревнования по сдаче ГТО. По результатам дочке идет очень хорошо, но у меня желает лучшего. Многодетный отец, 6 детей. Это у меня третий ребенок. По желанию ребенка приехал участвовать. Главное – это следить за своим здоровьем в любом возрасте и давать пример своим детям в будущем, в настоящем. На этом у нас все. Хорошего дня.
Мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас очередной гость в студии. Это Анна Шурыгина, начальник информационного отделения Следственного управления Межмуниципального управления МВД России Якутская. И поговорим мы сейчас об итогах деятельности управления за 2022 год, а также как пополнились ряды следователей Якутии. Кстати, эта информация будет полезна как для выпускников школ республики, так и для их родителей. Анна Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какими показателями был закрыт 2022 год и есть ли какая-либо положительная динамика? 2022 год мы на территории города Якутска зарегистрировано более 6,5 тысяч преступлений, из них расследовано 55%, то есть направлено в суд, раскрыто преступлений именно половина, больше половины. Преобладающее большинство преступлений у нас совершено против собственности граждан, такие как кражи, мошенничество, присвоение чужого имущества. И если в 2021 году интернет-преступления и мошенничество держали всю статистику республики, то в 2022 году их количество сократилось на 5,5% благодаря активной профилактике среди интернет-ресурсов. И могу сказать, что единственный минус — у нас очень выросло количество грабежей. То есть если в 2021 году совершено 139 грабежей, то в 2022 уже 230 с лишним. А что чаще всего сейчас воруют? То есть телефоны, те же самые айфоны, уже как-то сложно украсть, потому что, не имея ID владельца, он, в принципе, бесполезен. Нет, все равно кражи телефонов как были, так и есть, всегда есть. И есть такие категории преступлений у нас по сезонам. Допустим, кража велосипедов, кража мототранспорта. Есть кражи Наташ, гаражей портативных. Они очень такие распространенные преступления. Ну и денежных средств. Ну, по велосипедам действительно, по-моему, с прошлого года начали уже очень конкретно даже останавливать, проверяют номер рамы велосипеда. То есть нужно... Какая идет профилактика как раз перед такими сезонными правонарушениями? Ну, профилактикой преступлений таких категорий занимается в основном охрана общественного порядка, сотрудники ППС, то есть следователь работает только по фактическим обстоятельствам. Украли, они выезжают. Профилактика больше другие. Ну и к следующей половине нашего разговора. На сегодня в управлении сколько всего следователей? У нас в Следственном управлении личный состав составляет 128 единиц. Коллектив очень молодой, дружный, сплоченный. Но единственное, что интересно, чем отличается от других служб, у нас более 70% являются женщинами. Почему женщины идут? Потому что женщины по природе сами такие усидчивые, терпеливые, дотошные, а мужчины работают у нас более таких с выдержкой, сказать, да? У нас, например, есть отделение по расследованию дорожно-транспортных преступлений, где нужна именно мужская выдержка, потому что там специфические преступления, в основном связанные с гибелью людей. У нас есть еще отделение по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, то есть там нужны навыки программиста, айтишника, немножко сказать, где более присущи мужчинам, чем женщинам. А в целом еще какие есть отделы, подразделения в следственном? У нас есть следственная часть по городу Якутску. Там расследуют преступления, совершенных в сфере наркотиков, распространения наркотических средств и организованной преступной деятельности. То есть большие такие преступления, многоэпизодные, сложные. Есть отделение по расследованию экономических и коррупционных направленностей, где работают тоже следователи, большинство женщин, почему-то так получилось, и общеуголовной направленности. Как мы уже ранее отметили, эта информация будет полезна для заканчивающих школу, поступающих в высшее учебное заведение, а также для родителей и абитуриентов. Подскажите, нуждаются ли сейчас в дополнительных кадрах ваше отделение и вообще куда нужно поступать, какие показатели нужно иметь? Ну, в год к нам устраивается около 10 сотрудников молодых. Это очень хороший показатель. Сейчас как раз наступает весна. И хочу сказать, что в органы предварительного следствия набирают сотрудников, кандидатов на сотрудники только с высшим юридическим образованием
дипломом бакалавра. То есть высшее образование. Кроме Обязательно. диплома, в принципе, других еще требований нет. Кроме диплома, но требования имеются вот более такого психологического характера, потому что следователь должен быть неподкупный, честный. Я часто связываю профессию следователя с профессией врача, потому что это самая патриотическая профессия, на мой взгляд, потому что следователь не должен допускать никаких ошибок вообще в служебной деятельности и в жизни даже. Он должен наперед знать шаг, на 2-3 шага вперед идти, чем другой обычный человек, тем более преступник, и всегда знать о последствиях своих решений, чтобы, не дай бог, нарушить права потерпевшего или там, подозреваемого, обвиняемого. И следователь должен быть неприхотливый, потому что неизвестно, чем вот утром, например, человек допрашивает по экономическим преступлениям, там, делового человека, да, а вечером уже может сидеть с бомжом, допустим, вот с человеком без определенного места жительства, как-то так. Поэтому обязательно вот неприхотливость требуется. Ну и стрессоустойчивость, Да. конечно же. И Терпение, коммуникабельность. организаторские способности, аналитический склад ума, вот все это должно быть в одном флаконе, в одном человеке. Ну, в целом, Анна Сергеевна, большое вам спасибо за то, что вы сегодня посетили наш эфир. Друзья, если вдруг вы обладаете теми Вышеперечисленными навыками, качествами, вышеперечисленными навыками. качествами, если желаете пополнить ряды следователей, то, пожалуйста, добро пожаловать. Ну а мы продолжаем. 29 февраля – Международный день редких заболеваний. Редкая дата. 29 февраля выбрана не случайно. В невысокосные годы отмечается этот праздник 28 февраля. Единого общепринятого на международном уровне определения для орфанных заболеваний не существует, как нет и единого критерия отнесения заболевания к этой группе. Ну а более подробно о подобных заболеваниях, которые распространены у нас на территории региона, и о том, какая работа ведется по изучению этих недугов, более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Сегодня в России насчитывается более 8 тысяч редких заболеваний. 90 из них – это наследственные или врожденные болезни. Статистики нет, потому что существуют серьезные трудности в диагностике этих болезней. Врачи редко сталкиваются с ними в своей практике, ведь это один случай на 10 тысяч человек, а бывает, что и на миллион, на 10 миллионов. В результате от появления первых симптомов до постановки диагноза могут пройти годы. Наш регион считается одним из ведущих регионов на Дальнем Востоке, где серьезно подходят к изучению редких болезней. Так, в 2014 году, благодаря упорной и кропотливой работе нашим ученым из Северо-Восточного федерального университета и Республиканской больницы номер 1 Национальный центр медицины, удалось внедрить мутацию в клетки для изучения смертельной детской болезни. Ну, это мукополисахаридоз, как все мукополисахаридозы, но проявляется вот огрубением черт лица, да. Ребенок до 6 месяцев, до года хорошо развивается, да, а потом у него начинаются проблемы, начинает часто болеть, нарушается дыхание, да. И у него вот со стороны суставов появляется тугоподвижность, то есть суставы плохо начинают двигаться, потом начинает часто болеть пневмониями, бронхитами. Приводило к ранней смертности, да, в детском возрасте, подростковом возрасте такие дети умирали. Сейчас такого нет. болезнь встречается у нас? Ну, это относится к орфанной патологии, поэтому, ну, так. У нас один ребенок на всю республику. И уже с 2015 года эту страшную болезнь начали лечить у нас. Помимо этого, наши врачи лечат и другое более серьезное заболевание, как несовершенный остеогенез, которое тоже относится к редким наследственным заболеваниям. На сегодня, по словам врачей-генетиков, с таким диагнозом состоят на учете 29 семей, 42 пациента, из которых 15 дети. Если рассказать про незавершенный остеогенез, это гетерогенная группа заболеваний с разным типом наследования, характеризующаяся хрупкостью костей, частыми переломами, а также костными деформациями и низкой костно-минеральной плотности костей. Все вышеперечисленные болезни сегодня уже поддаются лечению, а выявляют такие болезни благодаря массовому скринингу, которую делают сразу же после рождения нового человека.
С 2006 года у нас в республике, то есть вообще вот по всей России по нацпроекту неонатальный скрининг шел на 5 заболеваний. Вообще вот в народе этот скрининг известен как пяточка, потому что кровь берут из пятки новорожденного. Тогда мы брали на 5 заболеваний, и вот брался только один фильтровальный бланк, на котором, как видите, вот 5 сухих пятен крови. А с текущего 2023 года неонатальный скрининг у нас расширился на 36 заболеваний. То есть это вот он теперь охватывает большое количество, очень большое количество врожденных заболеваний обмена. И в связи с этим мы стали брать уже 8 пятен крови. То есть у каждого ребенка теперь берем по 2 бланка с 5 и с 8, с 5 и с 3 пятнами крови. Как вы уже поняли, это становится возможным благодаря новым современным установкам, которые используют генетики в своей работе. Кроме того, у нас в республике очень большое внимание уделяется развитию молекулярно-генетических технологий. То есть этими методами мы диагностируем где-то около 50 заболеваний в рутинном режиме. Среди них, среди новорожденных, мы сейчас начали обследование на первичные иммунодефициты, на спинальные мышечные атрофии. То есть это те заболевания, которые тоже относятся к орфанным. Сегодня в Якутии на первом месте среди наследственной и врожденной патологии по данным генетического регистра находятся болезни нервной системы 38%, на втором – синдромы, на третьем – хромосомные патологии. Интересно, что в республике распространены те заболевания, которые в мире считаются редкими. И вот благодаря нашим врачам, ученым и их коллегам, их профессионализму сегодня часть этих болезней уже лечится и легко выявляется. И, возможно, в будущем люди и вовсе забудут, что такое редкое заболевание. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Продолжительность жизни во всем мире увеличивается, но разрыв между мужчинами и женщинами сохраняется. Мужчины в среднем живут меньше женщин. По данным World Bank Group, в 2020 году средняя продолжительность жизни составила 70,5 для мужчин против 75 лет для женщин. Ученые пока не до конца поняли, почему мужчины живут меньше. Но не исключено, что одна из причин – это менее трепетное отношение к собственному здоровью. Так, например, они реже ходят к врачам и часто предпочитают терпеть дискомфорт, чем признаваться в том, что их здоровье действительно не в порядке. Однако для того, чтобы следить за здоровьем, совсем не обязательно постоянно посещать врача. Хотя некоторые скрининговые обследования все же необходимы. Многое зависит от привычек и образа жизни, изменить которые в наших силах. Но сегодня в селе Актемцы Хангаласского улуса начинает свою работу форум под названием «Здоровье нации. Ответственность каждого», посвященный Национальному дню здоровья и десятилетию здоровья в Республике Саха-Якутия. Мероприятие организует Николаев-центр совместно с Минздравом Республики и Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Более подробно об этом форуме и основных мероприятиях, которые пройдут в эти дни в регионе, нам расскажет Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Алена Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите про Национальный день здоровья, что это такое, как часто он отмечается и для чего этот праздник необходим. 17 января 2000 года вышел указ нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева об утверждении Национального дня здоровья. И этот день был утвержден в последнее воскресенье февраля. Этот, так скажем, национальный праздник здоровья, конечно, он нацелен на то, чтобы каждый житель нашей республики обратил внимание на свое здоровье прежде всего, и также и на сохранение здоровья, я бы так сказала. Тогда же, 15 марта в 2000 году, прошел первый форум Республики Саха-Якутия по здоровому образу жизни. И тогда, опять же, первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым была инициирована доктрина здорового образа жизни, в которой такие основные постулаты. Да, это способность на созидательный труд,
это забота о собственном здоровье, это образованность, это духовность и это, конечно, чистая природная среда. И, ну, я бы так сказала, что все эти годы, да, более 20 лет, нашей республикой ну, такая велась планомерная работа. Она была межведомственная, конечно, и, как мы все помним, 2021 год глава республики Арсений Сергеевич Николаев объявил годом здоровья. Да, и в том же году, в 2021, тоже вышел указ, который тоже как бы направлен на, значит, укрепление общественного здоровья, на развитие системы здравоохранения. Ну, так как бы у него название как бы так и звучит на самом деле, где тоже, в принципе, ну, как бы прослеживаются те же самые постулаты, которые еще говорил там более 20 лет назад наш первый президент нашей республики. И, конечно, самое главное – это ответственное отношение к своему здоровью. Как мы уже выяснили ранее, то есть за эфиром у нас была возможность с вами поговорить, насколько к нам, к якутянам и к жителям Якутии подходит данная статистика о том, что мужчины живут меньше женщин, то есть по всему миру эта разница составляет около 4-5,5 лет. Как у нас в республике с этим обстоят дела? У нас в республике, к сожалению, данные показатели, они несколько хуже. У нас гендерный разрыв, как мы любим, ну, мы любим давать определения, да, и вот как бы такой гендерный разрыв, да, между продолжительностью жизни мужчин и женщин, он составляет 10 лет. То есть это, значит, по данным статистики, значит, продолжительность жизни мужчин в среднем составляет где-то 65 лет, а женщина более 75 лет. А с чем это связано? Вот как раз-таки с тем, что мужчины не жалуются на свое здоровье? Ну, я бы сказала, что это, наверное, некий комплекс, да, причин, в том числе, конечно, и то, что все-таки, наверное, ну, с детства же мы воспитываем, мальчику говорим, плакать нельзя, да, Мужчины ну, как бы, не плачут. да, мужчины не плачут, да, ну, это в том числе, да. Конечно же, мужчины менее обращаются, к сожалению, в поликлинике, они не ходят на плановые профилактические мероприятия, хотя мы об этом в последние годы, мне кажется, очень много и очень часто говорим, что каждый человек, достигший 18 лет, может бесплатно в своей поликлинике раз в 3 года пройти диспансеризацию, своего, так скажем, диспансеризацию, да, то есть узнать о статусе своего здоровья. Это совершенно несложно. Сейчас в поликлиниках можно заранее записаться в удобное для вас время. Также президентом нашей страны, да, выделен 1 день рабочий для того, чтобы пройти диспансеризацию. Я считаю, сейчас есть все условия для того, чтобы это сделать. И на самом деле я призываю проходить регулярно профилактические осмотры. Потому что в том числе и это тоже влияет, конечно, на продолжительность жизни мужчин. Ну и все-таки, как мы говорим, мужчины, они подвержены более таким, значит, вредным привычкам, да. Мы же знаем, что мужчины больше курят, больше употребляют алкоголь. Да, ну и вообще, в принципе, мужчины более, ну, так скажем, подвержены, особенно в трудоспособном возрасте, таким риском. Ну, действительно, это Ты в очень группе важно. риска, ты задумайся, Руслан. Я, кстати, вот вы сказали про то, что ежегодно, раз в 3 года можно проходить обследование. Я все время вот в своей поликлинике вижу это объявление, и все время как-то думаю, надо обязательно сходить, а потом забываю. Вот надо обязательно. Да, надо обязательно. Еще вот дополню немножко, да, значит, с 18 до 39 лет это 1 раз в 3 года, а с 40 лет это ежегодно. Поэтому как бы тут я еще раз говорю, что сейчас в медицинских организациях созданы все условия. И это независимо, это город, либо село, везде можно пройти диспансеризацию, везде можно пройти профилактический медицинский осмотр. Но возвращаясь к Национальному дню здоровья, какие мероприятия еще запланированы? В рамках форума. Значит, действительно, мы, это Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, совместно с Николаев-центром и другими ведомствами, там, Министерство образования и прочее, значит, наши
партнеры. Мы действительно в этом году проводим большое мероприятие «Здоровье нации». Ну, вы уже сказали название, да? Значит, это ответственность каждого жителя. Значит, в рамках данных мероприятий пройдет очень интересное на самом деле. Ну, во-первых, я бы, наверное, хотела обратить внимание, что в этом году в первый раз мы проведем одновременно во всех школах урок здоровья. Ну, мы все-таки должны воспитывать детей, как бы, опять же, ответственно относиться к своему здоровью с малых лет. Также, значит, в Актемцах в школах будут проведены квест-игры нашими волонтерами-медиками. Также пройдут мастер-классы по здоровому питанию. Ну и, конечно, основной площадкой будет проведение стратегической сессии, которая пройдет в Николаев-центре, где мы будем обсуждать, наверное, основы разработки программы по здоровью-сбережению и активному долголетию нашей республики. А наши телезрители, как они могут ли принять участие в этом форуме, либо узнать более подробную информацию о проводимых? Да, конечно, мы приглашаем население, как бы и Актемцев, и близлежащих населенных пунктов. Ну, можно из города Якутска приехать, конечно, да, принять участие, потому что это будет очень интересное мероприятие. И самое главное, мы будем говорить все-таки, как сохранить здоровье каждого человека нашей республики. Алена Михайловна, спасибо большое. И мы приглашаем наших телезрителей, да, присоединиться к форуму. А в свою очередь мы желаем вам отличного настроения, хорошего здоровья и увидимся буквально завтра. Хорошего дня. Всем пока.